W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z ducha Twoim. Będę miał polski lub białoruski. Вітаю вас, брати і сестри, почекати Святої Мши. Сегодня мы почуем, что Пан Бог дает Божий шанс, как мог узрастать. И мимо того, что здесь можем себе надеяться и даем, однако Божья милосердность нам намного глубже и больше, бо каждый из нас хочет охиснуть, как мы узрастали и святаем увагу больше на то, что доброе в нашем жизни вырастает. Подчас этой Святой Мши молюся за парафия для живых Божьего благословения, здоровья души и тела, навертания, а для померлых радости життя вечного у Володарстве Небесном. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяту. Panie, Ty posłany zdrowić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty siedzisz praworуча i zapraw zastупаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki przyjdziesz sudzić żywych i pomierłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогущий и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. А души Богу. А на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки грешна сяги, грехи и стеру, zmiłujся nad nami, яки грешна сяги, грехи и стеру, прими моление нашее, яки сядешь проручайца, zmiłujся nad nami, bo только Ty святый, только Ты наш Пан, только Ты najwyższejszy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердным до слугов Твоих и умножай их дары своей ласки, как живою верой, надеями и любовью, и они завсёды верно заховывали Твои заповеди, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей благодарить у едности Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Читання книги мудрості Соломона. Апроч тебе нема Бога, який клопочется об усім. Тому ты не повинен доказывать, что судишь справедливо. Твоя моц – это початок справедливости, и твое панование над усім робит тебе ласкавым. Ты показываешь могутность, коли не верить у досконалость твоей моцы. Ты выкрываешь дерзкость тых, кто ее усведомляет. Ты ж, маючи владу у ласкавости, судишь и вельми деликатно кируешь нами. Коли ты пожадаешь, маешь моц. Такими справами ты научил народ свой, что справедливый повинен быть ласкавым, и дал своим сынам добрую надею вертания после грехов. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Пане, ти добрий і милосердний. Пане, ти добрий і милосердний. Ти, Пане, добрий і вибачливий, шмат милостивий до всіх, хто тебе закликає. Почуй, Пане, молитву мою, прислухайся до голосу моего моления. Пане, ти добрий і милосердний. Усі народи, створені тобою, придут и поклонятся перед Твоим обличьем, Пане, и будут прославлять имя Твое. Бо Ты великий и чинишь чуды, Ты Бог, Ты один. Пане, Ты добрый и милосердный. Але Ты, Пане, Бог милосердный и ласкавый, шмат милостивый, долго терпеливый и верный. Погляди на меня и смилуйся надо мною. Пане, Ты добрый и милосердный. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стражданнями невимовними. Той же, хто дослідує серце, ведає, яка думка у Духа, бо й он заступається за святих на волі Божій. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословенный Ты, Отче, от неба и земли, бо Ты открыл таємниці володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Слава Тобі, Пане. В той час Єсус пропонував людям іншу приповідь, кажучи:
Валадарство небесное подобное до человека, який посадил доброе насение на поле своим. Коли ж люди спали, пришел ворог его и посеял між пшеницею колосовник и пойшов. Коли ж збожина узышла и дала плод, тады показался колосовник. Пришедши слуги господара дому, казали ему: «Пане, ці ж недоброе насение посеял ты на поле своим, откуль же на им колосовник?» И он же сказал им: «Ворог зробил это». А слуги сказали ему: «Хочешь, мы пойдем выпалать его?» Але он сказал: «Нет, как выбираючи колосовник, вы не повырывали разом с ним пшеницы. Покиньте расти разом то и другое до жнива. И у часу жнива я скажу жнецам: зберите спочатку колосовник и звяжите его у бучки, как спалить, а пшеницу зберите у гумно моем». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Пан Ісус звертається до нас у різних приповістях в той час жнива, і ми тиждень тому назад чули про жнива, про плодики, ці голоси приносять, чи може стокротний приносить радше не говори, аллегория того Слова Божьего, что коли мы 10 будем размахаться, нам в 100 разов больше возрастем. Это так само относится аллегорично, можно сказать, Слово Божие подается, коли учни часами пытали, коли мы оставим, что отрываем, оставили про дом, сестер, памятаем, что Иисус скажет, у 100 разов больше отрывается того, чего мы оставили. И тому в этот плод, так званый, у 100 разов больше приходит. Але сьогодні маємо другое жниво, бо коли чоловік спав, господар посеял доброе жниво. Але коли чоловік спав, то пришел злый дух и подгонял туда. Это и есть наше чувание. Мы завжди у костеле чуем: чувайте, молитесь, будьте готовыми, будьте бдительными в своем житті. Чому? Как випадково ідучи і беручися за щось древне, воно нам не засмакувало і не сподобалося, а тим самим буде нас віддаляти від Бога. І нам так здається, що це вельми древне, бо це вельми древне. Але Пан Ісус говорить, що це так само з'являється добром. Те, що може ти сьогодні, браття або сестра, попав в якусь залежність, в якусь греховну справу, з якої не можеш вийти, Пан Ісус говорить, що це так само добро. И у тебе так само покладає надій. Не говорить, как мы пришли и вырвали. Пам'ятаю, в дитинстве, коли лето наступало, то после школы летом, час, может, 2 месяца я працевал, ходил в колхоз, думаю, колхоз, там, природные речи. И часами была правда, что его вести на поле, вести на это поле, и вырывать себе такая росла. Не было таких трудов, которые там обживались. А ребята вырывалась, может, колхоз был беднейший, треба якийсь спосіб радити. Ну і рвалася, копійки требувалися за ту працю. Тоді ще, пам'ятаю, платили, вроде сьогодні, а оплата була за 6 місяців пізніше, інфляція йшла так, що нічого за гроші не купив. А лично я не учусь, заняты. Ну, хочешь, на что заработаю? Тогда телефонов мобильных не было, хоть на велосипеде вести, ну, они и так про все ждет, працевал и купил себе велосипеда. Только потом в семинарии, туда-сюда, велосипед набить, якийсь способ. Дякуючи спонсорам добрим людям. Але це не важливо. Чому? Тому що вириваючи це колосовник, справді зі виривалися колоси. Ісус Христос говорить, можна було б у цього чоловіка повиривати те, що древне, а коли він є древний, треба було б його зробити. Але Пан Ісус говорить, ні, навіть коли він є древний, нехай росте, бо може, це йому понадобиться, коли він відбився від дна свого життя. Ведаем, что коли одну сосну посадить у поле, то эта сосна что? Она вырастет кривая, она вырастет лихая, она будет податная под ветер, под солнце. А когда сосен насадим шмат вместе, то они все выходят, они все ровненькие, стройненькие, высокие, пригожие. Чему? Из
яны імкнуцца да сонца. І таму Пан Ісус гаворыць, няхай, можа, гэтая лебяда паслужыць гэтым каласкам, каб яны выбіліся ўверх. Гэта ёсць наша жыццё. Гэта ёсць наша жыццё грахоўнае, можа, у якім мы сёння сабе не даем надзею. Бо Бог хоча, каб мы ў нашым жыцці узрасталі не проста да, а узрасталі да яшчэ большай хвалы. А што нам в гэтым можа перашкодзіць? Перфекцыйнасць, дакладная. Калі чалавек такі, усё хацеў бы, каб яго жыцці было дакладна паўкладана, часамі, можа, пасвячае хтосьці 8 гадзін кожны дзень свайго жыцця, у дома быў такі багаты. Всё, ровненько, чысценько. Часамі памятаю, як хадзіў за ножою па калядзе такіх людзей заходзіш, у пад'ездзе на Калярнях, і он чого-то тронуться, что ты понимаешь, что не понимаешь, попробуй говорить, тебе забить, что не туда трапило, кто сделал. Так все ровненько, все докладно было, все мне прироже, а не было видно, что это человек перфекционный. Что там, я поправил, положил, и человек ушел за мою книжку, я положил, его поправил. О, понятно, куда трапил. Так я ничего не чапай, ты в музей. Где осторожно. Вот тут как раз по руках сигнализации собаками интересует. Ну и таких это способ. Это люди перфекционные. Это перфекционность, что сами человека забивает. Сами кто-то может приходить здесь тебя гости, угостил некогда, почувствоваться, там, размовлять нормально, не взирается на какие-то там, о, тут фиранка, хлеба, можно было для этого. Мой способ там есть. Она кается, конечно, звичайно, так себе. Уже одразу критикую, уже як мне там тешится часом, не тешится пусть. Сами люди. И Пан Ісус говорить, что гэта не древне, то не древне. Бо часами, калі штосьці ёсць древне, то трэба нам все показывать, альбо гэта граховаць показывать, а ты не пал у пыху. Он сказал, навошта мне Бог? Учора с таким человеком одним размовлял, а навошта он размовляется? Я перфекционный, я не маю грахов. Это человек, который сапраўды себе позади, ему Бог не потребен, бо милосердность Божья не потребна. Ему покаяние не потребно. Никакий способ я не пробовал его прогнуть клятву. Ну, никакой не будет. И было видно, что это говорили Мария горохом в стенку. Уперся, как ты волк, в стенку, и все, и стоят на месте, и собака. И так это вещь, часами с такими людьми. А повезло, как мы часами имели этих вас, то когда у нас нос, мы его зауважаем, и верим, что треба будет его выбрать, что треба будет его плетить, что треба будет при им походить, как его выбрать, как его выкинуть с нашего життя. А мы часами такие перфекционные життя, как оно было докладное, как оно было такое ровненькое. А для нас, тех, кто признается до греху, великая радость. Пан Ісус говорить, дозволяй нам однавости. Вот это было древно, но как кто-нибудь древно поступал, Пан Ісус одразу виливав у воді. Я даю им хай зрастає, можливо, віриться. Але в это часами не было такое, что слишком кто-то хлюпится в своих грехах. Может быть, что кто-то с одной крайности может перейти в другую. Так часами кто-то там как придя до споведи, воспоминается в солнце. Я был на дне в этом озере своего греха. А ведь теперь в солнце я зовусь еще ниже. И что я буду? Что кто-то мне скажет? Ну, человек, ты працы не целый. А я зовусь, что мне говорю, это робиться, а я еще другие зовусь. А ты робил это не робил. Не старался, не старался. Ну, так, я твой отец духовный, что я могу тебе сказать, что силой тебе зауждать, это твоя воля, твоя сила. Хочешь, можешь смахаться. Памятайте, не знаю, это Иван, что Иван, там, такая перфекционность с одной крайности в другую, это нет. Вот справная ситуация была, что пришла одна бабка старшая, Александра Провожкова. Все, Провожкова, такая радостная новость. Это первая в нашем районе учил. А мне некогда сказал, что такого сахара, как я маю, никто на районе не мает такого сахара. Я давай сахар, вот такую хворобу маю, что никто такой не мает. И так, переживаешь, что там как инсулин тебя продать. Я маю такой сахар, что еще никто такого сахара не мает. И треба было переживать, треба лечиться. Радуется, что я тут самое лучшее. Не сказать, что не все-таки аж хорошее. Альбо сами такие люди, которые приходят, мають якісь там такі відхилення у своєму мишленні. Їм розмова не клеїться, там переходять на свої речі, от,
правацтва расійський приклад, може так само вам говорили, я не знаю. Подумай себе, ну как иметь доброе житье, доброе здоровье, пригожую цель, доброе самопочуття, иметь такую радость, как треба кожен день з раниці, ще на голодний желудок, на що нічого не їсти, а випити настойку з водяною з листя березового. Ось є березка, листя вздыхати, я кожен день п'ю. И которые так соберутся на какой-то там размове, и он перейти на эту вечеру, на этот лист березовый. Вот, а сколько это листков? Мне не за много, там 3-4 листка, 100 грамм водички, и нормально, пускай постоит 3-4, и больше постоит, оно уже закиснет, не будет иметь того эффекта, что надо. Я каждый день выпиваю, и я свой дома почувствую. Люди, которые уходят в разлом, там 1000 путей стоит, а это лист, можно трошки соли, не соли, можно трошки меда, можно трошки варенья, можно сахар, это лист, да, может кто-нибудь допомог, не. И такие профессоры сидит на столе, ни о чем больше не говорят, только об этом каком-то чуде, что этот человек творит. И он переконаний, что вот лист с березы рятує його життя. И всі говорять, скоріше пейте лист березовый, он будет вам помогать. И соправді такая, можно сказать, вот человек боится найти способ поднять працу над собой. Он готов переконать всех, он готов выставить, что в своем житті не может. Он готов перевести на якесь диванство в своем житті, а как только свое життя не меняется. Вот это же так тяжко. Легко нам менять життя, правда, состояние свое. Не хочу. Не хочу, как нам так тяжко дається. Ви так повинні підняти цю працю над собою. Поглядите, коли ми говоримо, що нам тяжко. Коли у нас нога або рука зламається, ну, дядька нам скаже, не ходить, не ходить. Скаже, не працює, у нас важно, коли рука зрослася. А коли нам ксьонз або костюм скаже, що таки не робиться, що він там знається на таких справах. Да, здоров'я поламаємо, або наоборот, не пробачте вчора. Мне так само диванство хотело вчора. Представляете, не футбол. Я бы хотел пригожий перший тайм, 4-0 Англия дала. Значит, спочатку такий тайм 20 минут Франции довела до 4-0. Все было добре, 85 минут я заснул. Проснулся в 3 часа ночи, чуть не плачу. Но было все добре. Оказалось, что остальные минуты еще были цікавіші, там вообще 3 гола еще забили. Вот думаю, якраз спал там футбола. А столько чекал, я говорю, цікаві матчі представляю. Особенно финал, где никто не играет, конечно, за Испанию, кто за эту самую, за Аргентину, когда это не выходит. Неинтересно. А мы коллектив об этом скажем, все, и готовы, и буду стоять, буду чекать. Дочекаємося, бо це є важна реч, якийсь там футбол, чемпіонат, добре, так ніколи. Нехай гуляють вот такого справді спорт нам потрібен, як ви тут не було там, помішало на що-нибудь. Для чого я кажу, ну, как мы в нашем житті, може, имеем есть там такие отхилости стоять, относно футбола, чтобы не спать, я ночью хотел победить. Але обов'язково стоять, не завидь Богу, став на іншого. Кроме того, что трудно проснуться у шестка, казали любовью целую тонкость, как все пшеницы ровно справа. Але, однако, обов'язково стоять не завидь Богу. И далее, так само и мы, как мы в нашем житии ведали, что сами нам наши розные грехи датные, потому что, как мы могли есть способ поустать и наново окунуться в этой Божьей любови, безмерной Божьей любови, Бог нам хочет пробачить. И Бог утовет, и во мне каждый из нас покладает такую самую надею, никакой меньше, ни больше, такую самую, как покладал у своем Сыне Одинородном, якому дал такой выконанный волю Божию. И не сам выконанный в нашем житии, как эту волю Божию выполнять. Просим за этим брать еще одного. Как мы, так в сегодняшнем первом читании, умели отвернуться от того, что требует. Бо це вельми важна річ. Як ми в нашому житті не зацикливалися над тим, що треба, а як ми бачили, я не перший раз говорю, постійно на наших тут казаннях проповідях говорю про це, як ми більше звертали увагу на те, що добре є у нас. Бо коли добре, то нам буде зростати. І навіть захочеться це зло. Захочеться це зло. Бо як ми звертали і більше хлюбилися тим, що у нас добре, чи тим, що у нас є там таке другое, як ми оригінальне.
оригинальные штаны. То есть будем в оригинале готовы сделать великие жертвы, такие оригинальные. Даже не буду брать вот это, пока поднимать, показать потом, как вот бачить, я сам не можу, самое альбо это другая крайность, что найлепше. Эти две крайности мне часто мешают. То эти крайности не было, например, трошки покоры, поміж говорить, будьте витривали, покорні у змаганні. До чого це слово так само до святого Августина относится, как пам'ятаєте, тиждень тому говорив. И он так само пишет в своих изданиях, что дякуючи тому, что вел життя такое, якое вел, вельми грешне, спознал Божию любовь, отбился от вина своего життя. Дякуючи. Пока пил такое життя, ну якое, ровненькое, там трошки Богу, трошки это. Да. А буквально может так говорить человеческий учет, вот там, я не хочу вспоминаться. Я не подумаю, что это. Аминь. Сегодня говорится всемогущего Растворителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца нароженного, первосвященными веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не скорого, одиносутного Отцу, раз якого еще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похвален, и на третий день воскрес, а подле Писания, и взошел на небо, сядет праворучия Отца, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Названная Духом Святым вознесем раз Иисуса Христа, субольная молитва и просьбы до Бога Отца, за святый костел, как он давал сучасному свету благоведности и любові. Всем. Выслухай нас, Пане. За христианские народы, которые познали коштовность объявить, якие объявил свету Иисус Христос. Всем. Выслухай нас, Пане. За христианские семьи, как своей верностью и мощью Духа они черпали субольного удела Евхаристии. Выслухай нас, Пане. За людей, которые находятся на odpoczynku, как они обновили свои силы и умацовались в вере, и Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас, собранных колен Романа, как встречи с Христом в часе святой Миши, содейничали нашему собравному духовному возрастанию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благословенный Боже, дякую Тобі, що Ти нас вислуховуєш і сильно одобрюєш своєю любов'ю. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Божа наша, Отця, просим прийми, великне вино наші дари, до праці людським і хвали земли. Божа наша, Отця, просим прийми, Божа наша, Отця, просим прийми. Божа наша, Отця, просим прийми. Все, що ми от Тебе маємо в житті,
просим прими, Боже наш Отче, просим прими. Молитесь, как молю и ваши отряды для Бога и Отцу Всемогутнему. Нехай Пан Бог прийме отряду зуб Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, Ты всех пятый старых заповедей заменил один и доскональной хняной. Прими дары данных Тебе слуга, як принял дары праведного Авеля и святых, как то, что каждый из нас славно хляру Твоей славеничи, послужит он всегда славлением раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан слава ним. И с духом Твоим, О, сердце, возносим имя Пана. подякує Пану нашому. Она крепкая и справедлива. Соправды годна века и справедлива, слушна и слава верна, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый воинче всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, боем злитости надвешного человечества народился с Панной Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а раз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з аньолами, арханьолами, с усеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними устникающие. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит во имя Пана. Осанна на вершинах. Соправды Боже, Ты святый, крылица усякой святости, тому едности с усим костелом, в первый день Тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов и на святого, раз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти притые дары, рассудим Духа Твоего, как я не станется для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням. Верите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każdy. Верите и пейте з Его все, бо это есть киелих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего приступа.
Przy śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, abyś w nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w одно. Pamiętaj, Panie, про костел Твой рассеян во всем свете, удосконаля по любови разом с Папом нашим Львом, biskupom naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які обоснули надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей дошел с этого свету и дозволил убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłujся над всеми нами, как мы заслужили удел в życie wiecznym, jedności, z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem, jej bratnikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, сестрой Фаустиной, благословенным центром Братислава Маркевича и всеми святыми, які според веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тобе, Божа Ojca Всемогутный, в jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój Wam dаю Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie Go supokojem i jednością. I Ty żyjesz i władarisz nami wiecznie ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який даєш на собі раді світу, змилуйся нами. Баранку Божий, який даєш на собі раді світу, змилуйся нами. Баранку Божий, який даєш на собі раді світу, а дари нас упокої. Bądź baranek Boży, bądź той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний на вечерю я говорю. Пане, я не плакай, как ты пошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
як ти, будь прославлений повсюдним костьолом, бо так безгрешна ти полюбив нас, безгрешна ти полюбив нас. Ты хлеба множив на пустыне Божа, как мышья худо неба силы имели. Ты маной стал подровником холодным, для ты, что вечно мы с тобой хотели. Пане добрый, як Ты, будь прославленный повсюдным костьолом, бо так безгрешно Ты полюбил нас, безгрешно Ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом. Края народ, цеплялся наша будет, а хлеб коммуняй, лицо правдиво. Пане добрый, як Ты, будь прославленный повсюдным костьолом, бо так безгрешно Ты полюбил нас, безгрешно Ты полюбил нас. 118. Дякуєм тобі, Боже наш, хвалий ось добрий. Дякуєм тобі, Твоє, алілуя. Дякуєм тобі, Єсу, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пане, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за святої утешення. Дякуєм тобі, Пане, алілуя. Молимся. Просим Тебе, Боже, положи милостиво Твоему народу, и Ты возвратил наисвятейшим сакраментам, и учини, как бы покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнота. Распусти Павла нашего. Об'явив 22 липня у середу свято Святої Марії Магдалени, у четвер свято Святої Бригіди, законниці Верхунки Яврової, у п'ятницю спомін Святого Шарбеля Пресвітера, у суботу свято Святого Якуба Апостола і спомін Святого Криштофа. 25 липня, это суббота ближайшая, у нашей парафии Святой Мши не будет, потому что не будем до 12 числа. И так никто не приходит в решение. Сегодня, после святых імшаў, отбывается благословление транспортных сродков с нагоды Успомину Святого Криштофа. Сегодняшняя неделя, третья неделя месяца, так званая инвестиционная. Дякую за все ахвяры, які складаються подчас імши на будову. Так само при уході і бачите стоїть скарбонка з карточкою дар, серця, для костьола у потребі, яка їх дожидає, може
Эта акция триває до 6 жовтня. Уключна якусь копійку або полкопійки на костьову потребі на могилу Хрещення. Дякую за збирання на будову святині, за співав правої літургічної, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. А моліться за тих, хто на тим типі святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народжень дітей, за Віктора і Ольгу з нагоди сакраменту, шлюбу, який вчора відбувся, як бачите, вистрій нашої святині показує, що вчора у нас відбулася якась важна подія. Дякую всім, хто прибирав, дякую за квітки, їхнім сім'ям, за вистрій святині. Оставил на неделю специально, как вы все ваши изобиловали, и думали, может быть, нет, а жениться еще раз. Дякую за клерфание на первой святой. Не заспела правую литургичную прибирание каплицы и тем дежурил. Помолимся за тех, кто пришли святкує народження, іменини, ювілеї. Так, уже про это говорил за Павла, я батьку и хвост, и знамовый хвост. За добродеях и радоваться в нашей парафии, так само одного добродея, первенства Санкцювання Божої милосердності. За нас кожного поособку, Отець і Маті Божої, Твоєю обороня отдаємся. Святая Богородица, в наших потребах не покорчай молитвы нашим, и от всякой злой любови прибавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Бане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас обещай, Сыну Своему нас отдавай. Не берите в голову, я жартовал, тут даже нельзя. Добро, что вы идете, что вы ходите, примите Божие благословение. Пан з вами. И Духа твори. Как вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святые Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас благодушнують по світі. за молитва и благословение транспортных сродков, после святой души, как пожелаем людям высшей охроты водой. Добрый Боже, Ты с отцовской опекой клопочешься про свои створения. Выслухай наше просьбу и одари своих слугов здоровьем души и тела, как они могли выполнять свои обязанности, а наприконце земной рынки могли вернуться до Тебя. Просим о благословении тех, кто будет користаться этими транспортными сроками. Боже, Ты мощью Своего Слова створил всю свет и дал человеку владу над всеми створениями и силу удосконаливать свет по воде Твоего мира. И Боже, благослови эти транспортные сроки, которые являются пленом человечей мудрости и працы, как они служили добру людей и их працы и odpoczynku. Wraz zastępstwa Świętego Krzyża badania rozważności всех, кто будет користаться ими, нехай осторожно и беспечно проводит свои подорожи и клопочущийся про безпеку інших людей. Нехай у дорозі завжди сподорожничає Христос, який з тобою живе і владається на віки вічні. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як ласка веку теперь завсюди и на веки вечные. Аминь. За померлых родителей, добрый Иисус наш Пане. Дай им вечное спасибо. Добрый Иисус наш Пане. Дай им вечное спасибо. Добрый Иисус наш Пане. Дай им вечное спасибо. Нехай відпочивають у спокої вічним. Аминь. Заспіваємо. 253. Хвала